Препараты для онкологических больных первой и второй линии, инсулин, кардиопрепараты. Перечень медикаментов, которые уже доставлены в Абхазию, довольно большой. Дополнительный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей, заключенный Минздравом Республики с РУП «Абхазфармация», предполагает бесперебойную поставку лекарств на ближайший квартал. По поручению правительства Республики Абхазии Министерство здравоохранения определило ряд приоритетных направлений, которые было решено обеспечить медикаментами. Соответственно, был заключен контракт, и ряд медицинских учреждений и иные направления были охвачены этим контрактом. Если речь идет о текущем контракте, это на потребности текущего нашего квартала, то там контракт заключен на 15 миллионов рублей. Но параллельно отпуск не прекращался, параллельно отпуск и был, и идет, помимо и этих сумм, соответственно, тоже там экстренные всякие ситуации, плановые. То есть это не единственные, грубо говоря, отгрузки, которые сегодня осуществляются нашим медучреждением. Главная задача – обеспечить медучреждения лекарственными препаратами и товарами медицинского назначения, необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи. В этом квартале Минздрав пересмотрел не только графики поставок, но и логистику. А значит, проблем с лекарствами в медучреждениях быть не должно. Перечень наиболее ходовых препаратов формировали сами больницы. В первую очередь мы поставили задачу обеспечить на квартал лекарственными препаратами для оказания экстренной помощи. Закуплены препараты также для кардиологических пациентов. Это фибринолитический препарат. И на сегодняшний день, если есть необходимость в этом препарате, он дорогостоящий препарат, он у нас в наличии, и мы можем обеспечить. Отгрузка медикаментов и медицинских изделий будет осуществляться в несколько этапов. Лекарственные препараты на сумму свыше 1 миллиона рублей уже выданы республиканской больнице. В течение недели ожидается поставка лекарственных препаратов для детской республиканской больницы, психоневрологического диспансера и ряда других медицинских учреждений.